Франко! Бабы! Бабы, не треба, бабы, вы ж дитя напугали! Зоська, уйди! Франко, не надо. Не надо, Франко, не бери грех на душу. Уйди! А если другие тут почуете, сюда сразу прибегут. И он же и так уже не живый. Филипповна, гляньте, живыте не! Зосенька, дитя там плаче. Ты что наробила? Боже мой. Чего ты? Ничего. Ты забила, ты и копай. Твой грех. Чего? Ой, брони Боже. Ой. Ладно, хватит. Так этого гада забросаем. Не хватит. Копай, копай. Хоронить так хоронить по-человечески. А ты ему еще крест на могилу поставь. И поставлю. Немец не немец, а человек все-таки. Жалко. Это кого тебе жалко? Фашиста? А они нас жалели? Когда жгли, когда убивали? Откуда ты знаешь, что это он убивал? А ты откуда знаешь, что нет? Живой! Ну, тише, тише. Ну, успокойся. Ну, потерпи. Терпи. Ой. Не, бабоньки, не удержим мы его. Може, йому ще самогонки, а? Не поможет. А може, веровками його обв'язати? Так все равно ж дрыгаться будет. Доставай, давай. Давай, давай. Мои дети. Я даже во сне их живыми не вижу. За что мне все это? Лучше бы и меня тогда вместе с ними сожгли.
Зачем жить? Почему этот немец живет, а они нет? Неправильно это. Неправильно. Ну, поплачь. Поплачь, миленькая. Легче будет. Поплачь. Давай ножики покладем. Вот так. Спи. Спи, моя ластовка. Hallo? Wohnt hier jemand? Ist da jemand zu Hause? Wenn jemand zu Hause ist, kann er rausgucken. Hallo? Hallo? Hey! Kanada? Schlafen die faulen Blicke. Dann gute Nacht! Франко! Заспокойся. Заспокойся, Франко. Ён і сам ледь на ниточці тримається. Он рана яка. Може, його зараження крові уже. Помре, сам помре. На все воля Божия. А где твой Бог раньше был? Догони! А? Догони, ну! Догнала. Ну, зараз я. Ой, осторожно. А, божешки. Тихо, 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 тихо. Не пужайся, не пужайся. Давай, ешь. Ну, чого ти, хлопець, бери. Тепер і сам можеш, коли очухався. Отак во, отак во. Ага, ну. Тихо, 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 тихо. Подуть треба. Отак, ну. Ага. Ну і добре. Ага, во ще. Крижик твой.
Гэта твой. Давай. Ешь, ешь. Господи. Доноска! На. Утром насбирала. Поречки много у нас, ешь, не жалко. Вкусно? Danke. Я Зося, а ты? Зося. Меня зовут Зося. А тебе як? Ганс, Фриц. А може Адольф? Nein, mein Name ist nicht Adolf. Ich bin Richard. Рихард? Як Ричард. это по-нашему будет? Ригор, что ли? Rigor. Ну так бы и казалось, то Адольф, Адольф. Это ты сам сделал, да? Das ist für deine Tochter. Für die Kleine. Красивая. Ешь парочку, Ригор, ешь, вкусная. Трошечки о, добре тепер. О, добре. На як? Цуд. Слезай. Слезай! Ты что, сдурнела, хай робить? Може вийде, що мужик же ж? Какой он тебе мужик? Ну, вже який єсть. А как он вышел? Не ведаю. Это я, наверное, дверь забыла закрыть. А ты зачем ходила? Ригора парочки занесла. Какой он тебе Ригор! Ты что робишь, девка, тут при чим? Милая, успокойся. Все будет добре.
Усё будзе добра, милая. Тихо, 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 тихо. Зосенька, тихо. Стой, куди? Куди? Давай. Куди ти пішла? Давай. Ай, Дідри, куди ти побігла? Давай. Что такое, Франко? Немец где? Не знаю, а что. Нема ніде. Може, утек? Утек, так утек. І дякуй Богу. Ну, неяк. Мог бы и сказать. Fisch! Цуд. Ой, який цуд, а! Дануська, гляди. Давай, Данусця перша. Ну, конечно. А студіть треба малий. Постудим. А ми коли з мамою, з батькою на речку збиралися, На. так само в углях запікали. Ага. Смачно було. Ой, так это же посолить можно. И уху. Да. Уху обов'язково Bei звати. uns gibt es auch solche Fische. Aber eines ist erstaunlich. Bei euch sind sie viel größer. Größer. Ухи хоче. Любить. На, я тоже люблю. Ешь. Да, всі люблять. А? О, Франко, садись. Я как раз горяченькая поспела. Это ж кольки рыбки не ели, а? О, на. Ось так, давай.
Франка. Ну зачем? Ну... Пора ему от нас. Пора. Партизаны есть? Нема. А мужики? Нема. О, ще одна. А ну йди туди. Пошли! 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 Ну що ти? Ты шваль!
Bitte lasst mich. Nein.
Поднимай! Пан, ми повинні поїсти. Я дам вам чугуни, они в хаті. Гануся, дай чугуни. Может, поможете похоронить? Нам надо поесть. Третий день уже. Я допомогу. зовсім не тримають. Иди в дом. Ложись там на топчан. В шкафу найдешь чем укрыться. Спасибо.
хазяїном вже зговорився. Что же нам теперь делать? Жить, Гануся. Жить. Вот, держи. Подожди. А ну-ка, давай. Давай, вставай. Вот так. Давай. Давай. Вот так. Может, на, возьми. Хлеба поешь. Не треба. Мясо ж мать з'їв. І оно сирое було. А ты из плена бежишь? Як здогадалися. Да ты не бойся меня. О, да у тебя жар. Господи. Когда же это все кончится? Слушай, парень, говорят, немца назад гонят. Отступает он. Мне у Шиловича треба. Там маті. Конечно. Подожди. На, возьми. Иди ложись в кровать. Тебе надо отогреться и отдохнуть. Не! Не! Где есть вода? Вода, пить. Генькая.
Воды. Дякую. Гануся, тебе ж так кричуть. Посяди, коли ласка. Гануся, скажи, а ти ведаєш, як обиходяться з людьми у лагері? Їх тримають там, як скот. Каб яны забыліся, хто яны і адкуль. Я ніколі не думаў, што так можа быць. Што з людзьмі так могуць абыходзіцца. У іх там нічога няма. Яны ніхто. Я калі збег з лагеру, я ўбачыў млечны шлях. Я крочу па зорах дадому на ўсход. Ты много не говори. Мяне клічуць Уладзімір Ярмаліцкі. Я павінен знайсці маці. Яе імя Алена Ярмаліцкая. Я павінен ёй сказаць, што я жывы. Тебе надо поспать. Адкуль вы ў гэтай хаце? Мы с Минска бежим. Жена погибла. Я, Гануся и Марина в деревню пошли. Это же мой дом. Я здесь все детство провел. Ты ложись, ложись. Вот так вот. Мы ведь хотели в партизанский отряд уйти. Ты поспи. Поспи. Колькі зорак у небе. Моя дочь Гертруда. Она очень похожа на тебя. Я думал, больше ее не увижу. А теперь у меня появилась надежда. Пожалей меня. Как же я пожалею, если мою сестру немцы убили? Это не я. Это война. Это не я. Это война. Да хватит! Мою дочь убила не война! Мою дочь убил немецкий солдат! Я никого не убивал. Я переводчик. Я дезертир. Я никого не убивал. Я переводчик. Я дезертир. Заткнись, німецька свиня! Chcesz iść się do domu! Ты пришел на чужую землю, как бы грабить и убивать. А ты хочешь вернуться до своей Гертруды.
А куда вернуться мне? А тем людям? Sitzen bleiben. Кто живет тут? Люди живут. Оружие есть? Нет, оружия нет. Партизанен? Nicht партизанен. Кто есть хозяин? Я хозяин. А ты кто? Sowjetische Soldat. Flieht aus Deutschland. Aus der Gefangenschaft. Herr Leutnant. Und wer bist du? Ich bin ein deutscher Soldat. Ich floh aus der Partisanengefangenschaft. Hast du Papiere? Jawohl. Gibt es Partisanen im Wald? Sie sind weit von hier. Und dieser da? Говори, кто ты? Ты же называл меня немецкой свиньей. Я служил такой же немецкой морде, как ты. Пока мою сестру не повесили в Варшаве. Moment. Kennst du den Hausherrn? Sie wollen zur Part? Sie wollen zu Partisanen gehen. Er ist ein Verräter. Ein Deserteur. Floh nach Deutschland zu der Familie. Nein, 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 das ist nicht wahr, nein, nein. So. Alle in Schuppen sperren. Los, und dieser bleibt erstmal hier. Ausführen. Komm schon, komm, schneller. Halt! Kto jeszcze jest w domie? Gdzie twoja sestra? Ее убили немцы. Abführen! Los, schneller! Alle los und rein! Schnell bleiben! Los, zack, zack! Schneller! Wir sind unter Wacht! Na klar! Los, schnell! Komm schon, schneller! Bewegt euch! Курва, фашист. Что? Пощадили тебя? Пощадили! Не надо. Все равно всем вместе помирать. Это они пусть помирают. Они поступают как звери. С ними по-звериному нужно. Мы люди. Люди! Да люди! Мою сестру повесили в Варшаве с 2 детками. Они висели, никого не подпускали. Кто проходил, глядел, то люди! Треба істи. Треба істи по зорах на усход. Никто уже отсюда живым не выйдет. Кольки зорок в небе. Папа!
Зачем? Зачем? Зачем ты это Что ты, сделал? Наташка? Ну что ты успокойся, девочка. Успокойся, все хорошо. Командир. Порядок, командир. Малой где? Да вроде только что был. Так, ну какого рожна ты здесь отдыхаешь? Ногу в кровь стер. Руки. Обувай. Все, за мной не отставать. Семен, порядок? Да. Василий? Здесь. Хорошо. Ну что, Семен, как твоя ножка? Идти сможешь? Или мы тебя здесь оставим? Смогу. До реки доберемся, по воде уйдем. Ты плавать-то умеешь? Не умею. Вперед. Держи. Ты что задумал, командир? Уходите по реке. Встретимся на болоте. Я с вами, Петр Алексеевич. Выполняй приказ. Бегом. Давай.
Петр Алексеевич вернется? А как же? Ты это, смотри, деревьев держись. Осенняя ночка, не иди до дому, девка красная. Стой там! Я просто прошел мимо. Она висела прямо на улице. Я просто прошел мимо.
Я должен был подойти. Я не подошел, я испугался. Меня рядом повесили. Я просто прошел мимо. Ноги голые. Бусы красные. Как на праздник. Ей папа подарил эти бусы. Ей не нравились. Но на празднике она была такая красивая. Я должен был остановиться. Я не должен был подойти. Я прошел мимо. Я не мог. Сеня. Я прошел мимо. Я не должен был пройти мимо. Я должен был подойти. Сеня! Слышишь меня? Ты ни в чем не виноват, понял? Понял. А что это вы тут? Хватит сопли распускать. Рот закрой. Успокоился. Идти сможешь? Смогу. Точно? Точно. Вставай. Забирай. Вперед. Пошел. Вот у меня подруга была. Тасей звали. Видели бы вы, какая сдобная была. Просто булочка. Разве ж можно забыть? Только устроились. А тут муж. А что? Смотрите, чего нашел. Держи. Иголка сломана. Музыка отменяется, а обед нет. Здравствуй. Здравствуй. Хорошо тут на острове. А где тут остров? Реки же нет. Среди болот. Ты сегодня ешь, не стесняйся. А у меня вот две жены. С одной не успел развестись, а с другой не успел расписаться. Теперь вот не могу решить, до которой поехать. Обе любят без памяти. Честное слово. Сеня? Семен? Ой, так тепло. Пойдем, я тебя спать уложу. Как хорошо здесь. Тихо, спокойно. У него так голова не закружится? У него нет.
У него тренировка такая. Он знаете какой? У тебя невеста есть? Нет, Кто ж тебя дома ждет? никто. У меня родители учителя были. Я физиком хотел стать. Я бы хотел здесь навсегда остаться. Семен, подойди ко мне. Ты же физик. Попробуй почини. Полынью пахнет. Полынь — это горечь утраты. Ты горишь. Нет, мне хорошо. А вот бессмертник. Останавливает кровь. Заживляет раны. Да. Его цветы говорят о бессмертии души. Рябина даст и выносливость, и силу. Не делай этого. Цветы ромашки похожи на глаза. Если прикоснуться, она поведает многие тайны. М? Пойдем. Моя судьба. Моя судьба. Моя судьба! Моя судьба.
Семен, а? Тебе пора. Но почему? Это приказ.
Ты что, полковник, детство решил вспомнить? Лёшка с внуком приезжает. Думал научить Да его. ты что? Ха-ха-ха! Ну, здравствуй, Яша. Здравствуй, Афанасий. Здравствуй. Привет, дорогой. Рад тебя видеть. Взаимно. Ну, сам-то не разучился по мячу бить? Кто разучился? Ну кто, ты? Я? Да. Ну, давай проверим, кто Ну, кого. давай Давай. проверим. Только аккуратно. Да ладно, не учите ученого, полковник. Опа. Так. Опа. Хорошо. Опа. Слушай, так ты же не Яша, а просто Яшин. Опа. Алло. Здравствуй, Лёша. Да? Ну, ничего страшного. Ха, сердце в порядке, стучит. Да, созвонимся. Что? Опять не приедут, да? Работа, говорит. Не успевает. Ну, работа – это важно. Яша, да не переживай ты, ну мелочи. Приедут в следующий раз. До следующего раза дожить надо. Нет, никуда я не поеду. Полковник, отставить траурное настроение, отставить. Ну, а традиция наша, ты уж не ломай компанию, нас там ждут. И потом я за Васькой хотел заехать, чтоб он хоть раз в жизни вовремя куда-нибудь приехал. Яш, ну без тебя никак. Ладно, уговорил. Вот это другой разговор. Заключительный коронный удар короля. Итак, Яша, держите пас. Ребята, проверьте, пожалуйста, микрофоны. Стулья не трогайте, пусть там стоят. Да. Угу. Так, цветы. Маша! Машенька! Я тут. Ну, где ты бегаешь? Цветы где? Там, на столике. Молодец. Так, теперь проверь малыши стихи, и чтобы слово в слово. Особенно у этого Мишки, как его? Гвоздикова. Именно Гвоздикова. Ступай. Хорошо. Давай. Молодой человек, это места для ветеранов, встаньте. Добрый день, я фотограф. Сказали, надо пофотографировать. Так это вы. Очень приятно познакомиться, Татьяна Николаевна. Я Петр. Очень приятно, Петр. Я вам сейчас все объясню. Сейчас соберутся наши ветераны, и мы должны сделать общую фотографию на фоне этого памятника. Посадим их на стульчики и сделаем общее фото. А зачем на стульчики? В смысле? Я могу выстроить хорошую композицию, ракурс подобрать. Не надо композиций. Подождите, вы хотите из людей сделать статуи, а я вам предлагаю хорошую живую фотографию, такой честный взгляд, так сказать. Молодой человек, у нас свой честный взгляд. У нас традиция. Поэтому пусть будет все, как было. Простите, а можно вопрос? Да? А для чего вы вообще их делаете? Эти фотографии? Они же одинаковые каждый год. Как для чего? Для истории. Чтобы будущее поколение помнили. А вы понимаете, что
лет через 20 для детей это будет, как для нас с вами война с Наполеоном. Строчка в учебнике и все. А живая, хорошая, непостановочная фотография действительно память. Послушайте, как вас зовут? Петр. Вам деньги платят? Вот и делайте свою работу. Хорошо. С праздником! Спасибо. А вы что стоите? Васильев, Королевич, не знаете, чем заняться? Я сейчас вам быстро найду работу. Так, Яша, руки прочь от этой кнопки. Не трогать. Я и не трогаю. На каком этаже, помнишь хоть? Да разберусь. Слушай, Яша, давай так. Давай я схожу один, ты посиди в машине, потом мы вдвоем спустимся, он тебя увидит, ты обрадуется, а? Если он спросит, почему один приехал, куда Якова дел? Я скажу, не знаю. Телефон не отвечает, дома никого нет. Проблема. А знаешь, чего он подумает? Его кондрашка хватит. Ну ладно, я придумаю что-нибудь. Ну, слушай, так хочется ему настроение поднять, а? Ты мне с утра настроение поднял. Футболист хренов. Откупим, полковник, откупим. Все. Так, я пошел, ты сиди в машине и не высовывайся, а то чего доброго через окно тебя увидят. Мужики, с праздником вас! Спасибо. И вас тоже с праздником. Спасибо. Простите, а вы к кому? Понимаешь, дочка, за товарищем я, сослуживцем. Зовут Василий Иванович. Он тут у вас на 2-м этаже живет, но палату я не помню. А фамилия? Король Афанасий Семенович. Да не ваши, товарищи ваши. Володько. Василий Иванович, как Чапаев. Володько. Хорошо. Так, вы присядьте там на диванчиках, а мы скоро спустимся. Спасибо. Авиационный комплекс «Буревестник МП». Замыкают колонну роботизированные комплексы «Богомол» и «Кентавр». Сегодня разработками и производством подобных систем занимаются несколько высокотехнологичных государств. Денег не будет. Да ладно, если так нет. Примета такая. Ты хрен с ним. Парадный расчет возглавляет майор Виталий Горохов. О. Для перевозки миномета и боевых Ну что, нашли? используется автомобиль Минск. Ну, где Василий? Ты понимаешь, он... Что? Что он? Он не может. Что не может? Идти не может? Да нет, Ну, говори, не тяни резину. Ну, поет он. Как поет? Как? В хоре? В каком хоре? Слушай, Яша, хор у них там ветеранов, с дирижером. Может, с оркестром? И с оркестром. Одним словом, все как положено. А сейчас еще и телевидение снимает. А что делать будем? Ждать? Ехать нужно, а то сами опоздаем. Все, садись, поехали. Погоди. Как поет? Он же глухой. Глухой. Глухой, но не немой же. Все, полковник, садись, поехали. Угу.
Маша, скоро начинаем, будьте готовы. Ха, смотри, наши уже здесь. Вот он придет и приготовим. Мужики, здравия желаю. Здорово. Здравствуй, я. А как же дачи, Гришенька? На том и стоим. Здравствуй, Привет, Саша, Афанасий. привет. Здорово, Гриша. С праздником. А ты постарел. Я не постарел. Я созрел. Ой, созрел, созрел. Здравствуйте, дорогие ветераны. С праздником вас. Рады видеть. Спасибо. Мы подготовили для вас небольшую программу. Василий Иванович будет позже, приедет к общему фото. Прошу, садитесь. Спасибо. Спасибо. Ну, идем. Слыхал? Слыхал. Все-таки приедет наш певец-то. А. Дорогие друзья, сегодня мы празднуем самый великий день в истории нашей страны – День Победы. И, конечно же, мы не представляем этого праздника без наших дорогих ветеранов. Именно благодаря им мы одержали победу над фашистской Германией. Огромное вам за это спасибо и низкий поклон. А теперь отрывок из поэмы Твардовского «Василий Теркин» прочитает вам ученик 5 класса Миша Воздиков. Посмотри, какой подарок Василий приготовил. Он будет доволен. У него же коллекция. Да. Компаночкам, слаботкам, темная вода, неприметными следах. Ночью первым из колонны, обломав у края лед, погрузился на понтон. Первым погрузился, оттолкнулся и пошел в Ну что ж, на этом наш маленький концерт окончен. Еще раз поздравляем вас с Днем Победы! Спасибо. 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 Ну и, наконец, традиционное фото на память. Прошу пройти к памятнику. Добрый день. Присаживайтесь, пожалуйста. Так, Алло, сюда. Наталья, Татьяна Ивановна беспокоит. Ну что, вы отправили Володько? Вы сюда, пожалуйста. Что-то Василий задерживается. Ничего, мы подождем. Дождемся Василия, а там и ответить можно будет. Само собой. На это дело он никогда не опаздывает. Как раз к застолью и будет. Как всегда. Мужики, тут такое дело. Да.
Вот что я вам скажу, ребята. Да, сегодня еще один из нас ушел. Еще один. Но пока мы живы и помним, он всегда будет рядом с нами. И он, и все те, кто не вернулся с этой войны, будут стоять с нами в одном строю. А ну, встали, ребята, плечо к плечу. Гвардейцы, слушай мою команду. Равняйсь! Смирно! Все-таки хороший день был сегодня. Спасибо тебе, Афанасий. Да ну, а ты еще ехать не хотел. Ах. Ты чего, Яш? Как думаешь, а завтра кто-нибудь вспомнит о нас? Ну, конечно. Дети вспомнят, внуки, правнуки. Поздно уже. Поезжай домой. Афанасий!